Казани отметили юбилей ведущего театрального режиссера республики Фарида Бекчентаева. В театре имени Глескара Камала презентовали книгу о Бекчентаеве, состоящую из 3 разделов, и показали генеральный прогон новой работы режиссера «Муть» «Мухаджиры» по дилогии татарского классика Махмуда Галяу. В переполненном фойе театра встретились представители республиканских театров, режиссеры, педагоги, руководители творческих организаций. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. В переполненном фойе и на дружеской встрече в репетиционном зале за кулисами не было незнакомых друг другу людей. Сюда словно собрался весь театральный творческий мир Татарстана, что, впрочем, и неудивительно. Сам юбиляр словно растворился среди собравшихся и не вторгался в предлагаемый мир мизансцен. Вот и книга о виновнике торжества, написанная известным театральным критиком из Санкт-Петербурга Мариной Дмитриевской и заведующей литературно-драматической частью театра Гульшат Фаттаховой. Бекчентаев говорит, репетирует, и о Бекчентаеве пишут. Таковы 3 раздела солидного издания. Первой книгу увидела мама режиссера, знаковая актриса Республиканского театра Наиля Гараева. И в театре театр, и дома театр. Как начинаем говорить, обязательно все время дома собираемся. У меня ведь еще и внук, и сын, и невестка. Мы все принадлежим театру. Наш театр, наш дом второй. И поэтому, естественно, разговоры идут о театре. А вот сейчас новая премьера. Обычно юбилейные книги – это такая кондитерская фабрика из словословий. Какой прекрасный, какой замечательный, какой гениальный. Такие получаются даже при жизни людей, такие вдовьи книги. Вот. Мы решили пойти другим путем. Гульшат к этому времени уже героически расшифровала целый огромный репетиционный процесс угасших звезд. Марина Дмитриевская говорила с Бекчентаевым неделю и открыла для себя неординарного мастера. В самом продолжительном, по ее признанию, интервью вместилась и история театрального процесса Татарстана на стыке веков. От первого звука в застольном периоде до премьеры. Это получилась огромная пьеса жизни, метода режиссерского и разговоров вокруг действительно пацифистского, антивоенного, поэтического, классического татарского текста. И он говорит, что для меня главный праздник мой – это новый спектакль, новая премьера. И это для меня большой подарок, это и для меня, и для театра. Гости шли нескончаемым потоком, а слов благодарности в адрес режиссера готов был произнести каждый входящий. Фарид Рафкатович не только и студенты, мы ему все звоним, советуемся, как повести, как в национальном плане, что лучше сделать, как лучше написать. То есть он всегда откликается, открыт к диалогу. И я хочу сказать, помимо того, он к репетициям очень относится очень качественно. И к своей труппе относится с очень большим трепетом. Человек, который слышит, который слушает время, видит людей вокруг, слышит их, принимает их. И это очень важное и ценное качество в наше время. В театральной афише камаловцев появилось и новое название «Муть Мухаджиры», но это предмет для нашего следующего материала, а пока подарки и теплые слова. Мы с детства были такими друзьями, мы в лагере вместе в Пионерском отдыхали каждую смену. То есть я хочу сказать, он еще не просто, как говорится, друг детства, он еще такой человек, я очень люблю таких людей, у которых в голове вот творчество просто зашкаливает. Я сыну спросил, я говорю, тебе какой подарок? Он мне говорит, ну ты меня родила, значит это уже сам подарок для меня. Я уж как подарок. Ну а потом он очень антикварные вещи любит того времени. И вот он такой, спросили его, что ты хочешь. И он говорит, вот я такой светильник, хочу вот такой с керосином, вот с такой лампой. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».